С начала мая сотрудники полиции составили на жителей Коми 310 протоколов. Их уличили в нарушении режима самоизоляции. Особые ограничительные меры, напомним, в соответствии с указом временно исполняющего обязанности главы Владимира Уйба, действуют до 0 часов 11 мая. Так, покидать квартиру разрешено лишь в случаях обращения за экстренной помощью, поездки на работу, покупок в ближайшем магазине, аптеке, а также для выгула домашних питомцев и выноса мусора. В то же время гулять с детьми, заниматься спортом в парках запрещено. Несмотря на установленные запреты, а также с наступлением теплой погоды, жители нашего города выходят на улицы, собираются большими группами, гуляют с детьми в парках и скверах, катаются на велосипедах. При этом есть такие граждане, которые самосознательно не желают соблюдать безопасную дистанцию, не используют индивидуальные средства защиты. Данные нарушения недопустимы. Все наши граждане должны помнить, что установленный режим самоизоляции введен не просто так. Его нужно соблюдать. За невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности на территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, предусмотрена ответственность в виде административного предупреждения или административного штрафа в размере от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Впрочем, в МВД поясняют, штрафы не сама цель. В первую очередь люди в форме проводят с гражданами разъяснительные беседы. Наказанию подлежат те, кто халатно относится к соблюдению режима самоизоляции и не прислушивается к советам, то есть грубо нарушает ограничения. Неравнодушные представители малого и среднего бизнеса продолжают помогать врачам. Некоторые из них стали настоящими героями нашего времени. Одна из компаний общественного питания столицы Коми вот уже месяц ежедневно поставляет горячие обеды медикам, кто борется с коронавирусом. Об искренней помощи и благодарности в репортаже Анастасии Тюрниной.